Ауаҩы ҳалал абзиара ҟазҵо иакәӡам, ацәгьара аҟаҵашьа ззымдыруа иоуп. Ари аҳәамҭа аԥшьаҩыра аҟнытә иаагоуп. Абзиара шәымаз ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа. Иацаҳҵоит ҳочеркқәа рцикл. Саԥхьа иқәу аԥшьаҩыра ус баша саламцәажәеит. Уажәтәи ҳдырраҭара зызку арԥыс анцәа дхаиҵон. Аԥсҭазаараҿгьы анцәа иажәа еиламгаӡакәа ихы амҩаԥгара иҽазишәон. Аиаша дадгылон, ашәара ингирԥшӡомызт. Ус иҟаз аҟазшьа ааирԥшит аибашьра адәаҿгьы. Ишәыдаагалоит даҽа еибашьҩык иҭоурых. Николай Луцих зызхыз АБМП 00 АК. Инапала еибиҭаз аибашьыгатә машьына. Иара дақәтәан, арԥыс бзиа иибо аԥҳәызба дышлеиҷаҳауа еиԥш, игәцаракны дахылаԥшуан. Ари сара сахьчоит, насыԥ змоу машьыноуп, иҳәон иара. Аибашьра адәаҿы аманшәалара иақәгәыӷуаз, уи анеилгалак, анасыԥ иазыԥшыз, зыблақәа жәҩангәыԥшшәылаз аҷкәын. Зураб ибла гәыҭбаақәа уанырхыԥшылоз урҭ риаҵәара уаланахалон, иҵаулан иара игәаҭеиԥшҵәҟьа. Агәыҭбааразы иуҭоз уи аҷкәын. Зегьы дрыцхраар иҭахын, акала аӡәы сихәандаз ҳәа дыҟан. Мыцхәы дцәажәомызт, зҟазшьа ҭышәынтәалаз, зажәа раӡаз, аха уи иахымԥоз арԥысын. Ус дыҟан дхәыҷаахыс. На самом деле был таким добрым, отзывчивым, мягким, он молчаливый. Он не любил много говорить, даже когда улыбался, бывало такое, что он смеется, он просто улыбался. Смеха его голос вот не было слышно во время разговора. Очень тихий, спокойный и добрый, даже может быть чрезмерно. Бывало, что у него бывает всего две вещи. Он, если видел, что у друга чего-то нет, очень часто бывало уйдет на учебу, возвращается в какой-то потрепанной вещи. Сколько раз его дома ругали: что ты делаешь, тебе купили новую вещь, а куда ты ее дел? Мама, жалко. У него тоже нету ничего. У меня родители есть, у него ничего нет. Я дал ему, пусть лучше он носит. Даже во время войны у него был друг один, у которого многодетная семья, и не было много вещей. Так вот, он имел плащ дутый, такой теплый, зима была, помните, в том году, если кто-то помнит, очень суровая. Отдал свой плащ, ему говорит: ну, а ты что будешь? У меня, говорит, же куртка еще есть, мне хватит. Трыцхал, пусть, говорит, лучше у него будет. Ацарайцон бзена да школа акна данде деневос абра бзена царайцон данцос хакой айгон. Я ханабри вара абра ацарай бзена цода школа ходзета арах хакой год ягала. Папа говорит: я сарай это, а школа акна сахнева шпаргалка свижу хансархон буртинер зузу саргис сара сахцазонус до тройка кусовот ханна басаванца. Ҩыџьа аиҳәшьцәа рашьазаҵә Зураб иларҵоз уаҩ дрымамызт. Ани иаби дыргәыӷырҭан. Иаб Борис Ҷолокуа еицырдыруа спортсменын. Иара Москва иреиҳаӡоу азыҟаҵаҩцәа рышкол далгахьан. Анаҩс Тҟәарчал зых иақәиҭу аақәԥаразы зыҟаҵаҩс аус иуан. Зқьишәи Ханеиҩи ҩыбжь шықәса инаркны иԥсҭазаара далҵаанӡа ақалақьтә спортшкол деиҳабын. Борис Ҷолокуа изныкымкәа аицлабрақәа рҟны даиааихьан. Иара ихҵан асовет еидгылеи, қырҭтәылеи аспорт азҟазаҳәа ахьӡ ҳаракы. Ни одно поколение борцов воспитано здесь, в нашем городе. Среди его воспитанников есть такие известные люди, как Владимир Маршаня, как Кучуберия Зураб. Это люди, которые являются мастерами спорта Советского Союза. Его воспитанники неоднократно становились чемпионами Грузии, занимали призовые места и на спартакиадах народов СССР. Мирон Харчилава один из тех людей, который на сегодняшний день
и как бы и живет в Соединенных Штатах Америки, человек, который также был воспитанником, как мы называли, дяди Бори. Он настолько был другом, товарищем для каждого своего ребенка. Вот приезжая на соревнования, частенько там бывало, что-то талоны закончатся, средства, он мог за свои деньги кормить, естественно, все, в глаза мы не могли так ему говорить, естественно, но за спиной мы все и по сей день говорим дядь Боря. Конечно, да, вот, как о своем родном. И мне хотелось бы сказать вот о чем, что на большую роль в формировании Зураба как человека сыграл, конечно, его отец. Он безумно любил маму, но отец для него был это непререкаемым авторитетом, да, это действительно, и вот как личность, и то, что Зураб совершил такое дело, да, такой подвиг, это огромная заслуга, конечно, его отца. Слово отца было закон. Папа наш, несмотря на то, что он, может, щуплого такого телосложения был человек, но с очень человеком твердого характера, которого даже посторонние люди очень уважали и, я не скажу, что боялись, но он у всех вызывал уважение. Считались. С ним все считались, даже бывало, что его бывшие ученики, которые занимались спортом, при нем даже никогда не осмелились бы даже закурить. Тем более сын, видя отношение остальных, авторитет своего отца, он очень к нему относился уважительно. Зурабы Ильдина и Рахшейхабы Айбаш Рагалан за Атаатара Далалахан. Аюньян хаз Эйшейхши Эйхдзидзауа Рнапы Эйкуршана Эйган. Для меня мой брат был самым красивым, самым лучшим. И очень часто, вот я помню, что школьницей была, а он студент еще. Часто звонили всякие девочки, ему названивали. Он больше ко мне относился с опекой, все время шутил, умилялся, потому что самая младшая сестра была. Вечно называл, так как Эльдина имя, он говорил, вот как раз в то время где-то был ураган Эндрю. Вот он говорит, это ты, говорит, мой ураган Эндрю. Все время смеялся, шутил со мной. Абжарат школ Даналга Зураб Джолагуа деталует Апсо Хюндкарат университет, а физика математика факультет. Яра дара ацараб зиена ицун, а университетахна ирейхис а студентша дырхабхадзала. Июстфеки эснак илачхон. Мы все здесь выросли в этом дворе, с детства знали друг друга, общались, дружили. Везде он старался быть рядом, всегда доброжелательный, всегда очень корректный. Все воспитались в рабочих семьях, сказать, что у нас там шикарный достаток был, нет. Бывало там постоянно, через 2-3 дня там деньги кончатся. Он хорошо учился, там стипендия своей поведет на столовую, всех студентов соберем, целую кучу, там квартирцев посидим. На него можно было положиться в любое время дня и ночи, можно было позвонить, сказать, Зурик, ты мне нужен, приди, пожалуйста. Он безоговорочно, бросая все свое, мог прийти рядом, и он стоял бы до тех пор, пока тебе бы не стало хорошо, это факт. Он никогда никого не подвел бы. Никогда вот за ним не было такого, чтобы он сзади что-то скажет или что-то такое. Чему-то учил, как-то учил, чтобы ну тогда тоже было, чтобы сигареты не курили. Ну, вот такой он был в детстве даже тогда. Во-первых, очень справедливый, очень справедливый. Он не терпел малейшей лжи, он не позволял ни себе, ни тем, кто рядом с ним был. Не то что лгать, даже вот элементарно, да, что на что можно закрыть глаза, как бы обойти мимо. Он старался сразу сделать замечание, он старался сразу это пресечь, и таким он и прожил всю свою жизнь. Он это нес, знаете, через годы. Вот это первая, наверное, черта, которую я отмечу, да, это, знаете, такая строгость в отношении к себе, и он эту же строгость требовал в отношении вот между друзьями. Вот. И знаете, как он умел дружить. Он отдавался дружбе целиком и полностью. Но, естественно, хотел бы так, чтобы мы старались как бы равняться. Вот как бы он задавал тон нашей дружбе, он немножко постарше на пару лет. Везде он был заводила, везде он был, знаете, такой боевой, такой энергичный, такой спортивный, честно сказать. А университет дышта Зураб амаширдакшует. Уяштах ярашуксык и цара анишвует. Аха арпас айнет зимбейт. Уи агармаратуи ахпатуи абжарат школахна а физикой, а математикой ацаюца и дирцом. Убри иначидана а спорт школахна зыгацаюс аусиуан. Абри хату Зурабки ябиевшитши спортсменас.
Иара дхәыҷаахыс зыхиа қәиҭу ақәԥаразы иҽазыҟаиҵон. Иҽаликаахьан аицлабрақәа ишәпакрыҟны. Қырҭтәылатәи СССР дачемпионхахьан. И надо сказать, что поблажек каких-то со стороны отца там близко не было. Если там он мог кому-то простить постороннему своему, он не спускал ничего абсолютно. То есть требовал в 2 раза больше, в 2 раза. Ну и результаты сами за себя говорили. Зурик был неоднократным чемпионом Грузии. Зурик являлся кандидатом в мастера спорта, что тоже достаточно большое достижение при Советском Союзе. Это такие звания просто так не давались. Аҭаацәа анцәашиҳәара ишыҟаз аақәӷәӷәала дычмазаҩхоит. Уи хәшәы змамыз ачымазара шихьыз анеилыркаа, иҭаацәа рзы хьаа духеит. Зқьи шәиԥшьыни жәижәеиза шықәса рзы Борис Ҷолоҟәуа иԥсҭазаара далҵуеит. Уи ашьҭахь аҷкәын қәыԥш иақәхоит аҩнаҭа иахагылаз. Мне было тогда 15, ему 25. Когда умер папа, он для меня остался как опека. Вот я помню, папа умер в этой комнате. Мы стояли в коридоре, он меня обнимал. Для меня вот после смерти отца он оставался последней поддержкой. Он говорил: Эльдина, не переживай, я все равно рядом буду с тобой. Ты все, что тебе нужно будет, я никогда тебя не оставлю в обиду. У нас была какая-то тесная связь друг с другом, несмотря на то, что 10 лет разница. Иногда было такое ощущение, что вот как близнецы друг друга чувствовали, даже на расстоянии. Зураб Ҷолоҟәуа арра дахысуан аҷаратәи ареспублика атанктә хәҭаҟны. Уи акәылстәы техникатәы бзианы идыруан. Убри азоуп Аԥсны аибашьра ианалага АБМП дзақәтәаз. Уи Николаи Луц Мыркәыла аӷацәа ирцәигаз акакәын. Зураб АБМП иагыз зегьы инапала иҟаиҵеит, аекипажгьы иара иоуп еизызгаз. Уи еидикылеит иҩызцәа гәакьақәа. Он вместе, мы с ним отремонтировали, Робик Харчелава был, мы отремонтировали, нам помогли слесаря, отремонтировали, и вот на ней мы выехали потом, как говорится, на боевые действия. Но на ней не стоял пулемет, оптика была испорченная, не работала оптика. Мы сперва наводили через, как говорится, через глаз. Смотрели ствол, горизонталь смотрели, а потом как миномет по вертикали стреляли, третий снаряд все равно как-то попадал. Было такое даже. Он очень любил эту БМПшку, и он за ней, как, ну, как сказать, да, он как бы он знал, потому что это его жизнь. Это мой защитник. Он меня никогда не подведет, мама, не бойся, Хасей. Он эту машину считал счастливой, потому что куда бы мы ни, где бы мы ни были, куда бы мы ни ездили бы, всегда она нас нигде не подводила, в принципе. Нигде не подводила она нас, хотя даже вот мы без пулемета ездили одно время, потом Заза Зантари обменял на автомат пулемет, вот мы поставили пулемет, нигде она нас ни в какой операции не подводила. Он знал БМПшку от А до Я. Даже вот Бесик Беслан Гуня, что рассказывает, когда он погиб даже, если бы вот он нам заставлял драить БМПшку, чтобы ни одна солярка, нигде пятно не было. Если этого не было бы, они все там сгорели бы. Вот когда вот случилось это все. АБМП 00АК мрагыларатәи афронтаҟны имҩаԥысуаз операциақәа шамахамзар зегьы ирылахәын. Иара ахьымеибашьуаз ҭыԥк ыҟамзар ҟаларын. Начали мы сперва с Бедии. Освобождение сопки Мишвели в Бедиях. Потом Заза Зантария пришел. Говорит, нам не нужна БМПшка. В Ану-Арху мы попали. В Ану-Арху мы с Заза Зантария были. На Томыше, что было операция, там участвовали. В Кочарах участвовали. Ачар-Кыт освобождение участвовали. Потом мы попали в Паквеш. В Паквешах тоже в Сале-Арху находились, там тоже в операциях участвовали. Ну, он как командир, как, ну, именно он как БМПшник, он нас всему научил. И водить, и ремонтировать, и оператором-наводчиком быть. Он был
как бы моим соседом, да, вот во дворе. А здесь я его видел вообще в другом свете. То есть человеком настроенным, человека грамотно мыслящим, тем более, что он службу прошел на этой технике, он больше нас всех знал эту технику. Вот. И я как-то доверился ему. Вот просто он, естественно, был командиром, я вот доверился. То, что он говорил, я считал, что это было правильно. Иҳәатәуп АБМП аекипаж бџьарс ирымаз иара иақәгылаз абзарбзан заҵәык шакәыз. Уаҳа уи иҭатәаз аибашьцәа ихысуаз акыркымызт. Реибашьыгатә машьына аӷацәа иԥыржәаргьы, дара ҭыҵны рхы зларыхьчаша автоматкгьы ирымамызт. Убас ишыҟазгьы АБМП 00 акы зегьы раԥхьа игыланы ижәылон. Они в экипаже не имели ни одного автомата. Вот мы даже ездили, ни одного автомата. Что-то случилось бы, если даже выходить пришлось бы, нам... Я не знаю, как бесик они остались. А что вы с собой имели тогда? Вот БМПшка и все. И снаряды, и да? Снаряды, БМПшка, и все. Было снаряды, 2 штуки только в беде мы имели. Думали, с собой ни пистолета? Ничего у нас не было, ни пистолета, ни автоматов не было. Он всегда лез вперед пехоты. Ему говорили, что не спеши, не спеши, не спеши, но он всегда лез вперед пехоты. Вот пехота должна, БМПшка это есть БМПшка, это боевая машина пехоты. Но без подкрепления ничего ты не сделаешь. Но вот он спешил. Если мы, говорит, очистим плацдарм, говорит, мол, легче будет для пехоты. Он не боялся. То, что он душевный был, то, что он отзывчивый был, это понятно во дворе. Любого соседа можно спросить, а он это скажет. Но в нем, вот я что увидел, вот именно вот в войну, да, в нем я увидел его твердое решение. Вот если он решил что-то, у нас был чуть-чуть такой конфликт один, ну, нехороший, можно сказать. Вот, там было связано там, с пулеметом, туда-сюда, в общем. И просто я у него спросил, я говорю, какое твое решение? Он говорит, мое решение вот такое. Если, говорит, вы хотите что-то добавить, ну, скажите. Но знайте, что если я решил, это правильно. И мы, естественно, все согласились, командир экипажа наш. Мы говорим, хорошо. И получилось в дальнейшем так, что действительно он был прав. Понимаете, вот он видел наперед. Были очень такие моменты тоже, вот если взять вот Тамышскую операцию, где именно вот проявлялся, я вот до этого говорил, что этот человек был души, да, вот проявлялись в нем такие моменты, то есть пока он не узнавал, кто что, просто так, ну как бы пострелять у него такого никогда не было. Он как-то вот мы стояли на трассе, вот именно Тамышская операция, подъехал Урал, и он мне говорит, Бесик, говорит, Урал подъехал, я, говорит, не знаю, чей. И я, говорит, уже развернул башню, я держу его на прицеле. Урал оказался грузинский. То есть это утром они еще не знали, что мы уже трассу захватили, проезжал. Они стояли, разговаривали, и я ему сказал, я говорю, ты увидишь сам скоро. И, естественно, разговаривает он, извиняюсь, разговаривает с нашими солдатами. Ну, когда услышали грузинский язык, естественно, начали стрельбу. И он, естественно, произвел выстрел, все. У нас было тоже в той же операции, значит, мы вышли на берег, на турбазу. И, ну, значит, нам сказали подъехать к морю и припарковаться, там встать. И мы подъехали, и железобетонные такие плиты стоят. Мы так встали, только башня видна. А я вышел, а он не выходит. И я ему говорю, ты что, говорю, не ходишь? Он говорит, идет катер. Я его, говорит, держу на прицеле. Узнай, говорит, чей катер. Ну, навстречу к нам по морю идет. Я пошел, ребят позвал, я говорю, посмотрите, там какой-то катер идет. Ну, чеченец, там парень один. Он вышел, прошелся, в бинокль посмотрел, все, говорит, без опознавательных знаков. Наверное, говорит, русский, не трогайте.
Ну, он полностью, он еще шел, развернулся, боком к нам встал и, значит, зашел туда. И мы вышли. Буквально час не прошел, обстрел пошел именно с этого катера. Он, бедный, столько нервничал. Я этого, говорю, чеченца, как он нас подвел, говорит, я его держал на прицеле, я бы его утопил, говорит. Я говорю, успокойся, ладно. Ну, действительно, он там пушка такая у них стояла, я сейчас название не помню, то есть одним залпом 4 снаряда выпускал. Ну, вот шахматнообразно. Именно вот на центр, там ушах, вот он нас и бомбил. И он просто настолько нервничал. Давай, говорит, сейчас, я помню, говорит, куда он заехал. Я говорю, оставь, сейчас, куда мы поедем туда. Ну, настолько он переживал все это, что упустили вот это. Анны аихши рылатра ипшин зураб аюныга данбауэха. Знык дейбганах нейджапшин десха, акун ишугас. Сара вахылна сычвазамуза. Абраха дахис билзон вахылна хасрена алус. Да вахикос издырджан сахучи дахиш что издырвает сара. А эскингиз шана абрес хочет да сердцон. Вахшук сейчас хочет да сердцон да балкона нас галан сабшон ягалас ягалосяхан. Сцон сию на харах сазавны бэджгони псутоб мшана сархан захневос. Военкомата честнее, на штаба честнее. Бывало такое, что он возвращается с позиции. Бывало слышно, я вот не знаю, каким образом я чувствовала, что вот БМП вот подъезжает. Я заранее, вот он еще, может быть, находился где-то на нижней площадке. Я с дома маме говорила, мама, Лука подъезжает. И бежала сразу на улицу. Он еще удивлялся, ты откуда знаешь, говорит, мы еще далеко, говорит, откуда ты узнала, что я вот уже скоро должен подъехать. Так вот чувствовала его. А саньязда мама, это военная тайна сайхан. Сайхан зумус. Бери зыбтахуя брисара харая ахца, харар ар хагоб, хайбашвот. Абри ахса сара брисара басха, ебабтаху сайхан сайхан зумус. Абри виз ферхот. Была же полная блокада, тогда еще вот не летали как-то вертолеты. Помню, первая вот гуманитарная помощь, там какая-то вот мука была, еще даже клейка вот обойная. Еды почти ничего не было, мы остались. Последнее, то, что у нас были остатки еды, конечно, в первое время это все ушло. И вот то, что у нас было, все, конечно, экономно готовили, света не было. Бывало такое, что вот мама спечет лепешку какую-то из этой обойной муки. Бывало ее где-то 2 штуки. Я могла вот не поесть. Приходила, думаю, ему оставлю. Он придет с позиции, говорит, Валентина, а ты что будешь? Я говорю, я уже поела столько же, сколько ты сейчас кушаешь. Поешь, это все твоя доля. Я уже много съела. Яра зурабы хатаге дахи казалак, джара ихау фатук и пыхешар, им фадзаква ихша илзайгон. Уртыргяма Эльдина яхаге илгуалашуит, лаща яйгоз аширква и рейху уаха илумфацизша аутшугу. Бывало, что где-нибудь они находятся на позиции, в деревне где-то, кто-то его угостит, он все это нес, вот то яблоко принесет, то еще какой-то фрукт, это для моей сестры, ее жалко, еще ребенок, вот все, что он мог, все нес для меня сюда домой. Или бывало такое, что вот они где-то вот бывали в бою, какой-то танк или что-то там было подбито, и находили они там какие-то сухие пайки, вот военные для солдат. Приносил туда там или шоколадка, это вот Эльдина любит сладкое, для меня приносил. При операции Бачар-Кут мы зашли в один дом и увидели хлеб транский и голландскую тушенку. Ну вот тогда для меня хлеб это было все. Мы от души поели. Мы поели, так ели, наверное, за полгода. И мы полбуханки сожрали с ним. Остальной хлеб мы принесли домой половину, по четвертинке. Он себе взял четвертинку, я себе домой взял матери, сестре, отцу, и он себе матери, сестре. Зурик арок музыка бзеибун, ичкянква а гитара чадухмарман, афиги ацихан. Аха уйда цупхашон, и виз церчке шамахазер еерхомост. Он приезжал, садился вот здесь на диван, брал свою гитару. И очень часто, вот, особенно вот во время войны, песни Виктора Цоя, многие такие были, которые связаны, там вот моменты, касающиеся войны. И он говорил, вот сколько лет прошло, вот эти песни, как будто говорит, про Абхазию.
многие песни вот эти вот он пел, сидели мы здесь все вместе. Но никогда вот он много про войну особо не рассказывал. Зураб эснаг ицн общаюра, уйдапхам, злабхахаура дьихам, итаача, июзца, бзия иибуз зигерзе. Анча дьихам ипсак гилагна ашагатара аанкылахарц. Ивлар и рурц апипш бзия. Даже был такой момент у нас, значит, мы с ним шли, с канистрой, значит, соляркой идем, и должны зайти там к месту назначения. Остается буквально 20 метров, и он мне говорит: давай, Бесик, отдохнем. Я говорю: мы уже пришли, чего отдыхать? Я говорю: давай дойдем дальше до конца. Нет, говорит, давай отдохнем. Мы буквально отошли в сторону, присели. Буквально прошли какие-то минуты, и снаряд упал именно там, куда мы должны были подойти. То есть вот прям к воротам. Там ребята 3 стояли, 1 погиб, 2 были ранены. То есть вот я у него даже спрашивал, я говорю: ты что, предчувствие имеешь? Хотя я знаю, он всегда говорил нам, что вот перед каждым боем, допустим, да, вот прежде чем сесть в технику, мы так с ним взглядами, и он всегда говорит: Бесик, не переживай, все будет нормально. Это каждый раз, перед каждым боем. И почему-то я всегда считал, что вот когда он эти вещи говорил, я считал, что действительно у нас будет все нормально. Зураб ян этери лашазач арушан кишмарияки акыртша дыргвагны тадырхыйд. Яра река айнет шыгаз агачарыклыйд. Дытҟаны дыргарц ианалага ихы римҭеит. Ампыҵа халаҩцәа ахаҵа дыршьуеит гыгшәыгҵас, ҳәызбала дрыӷӷаны. Етери лан Анелиа Шьакаиаԥҳа рашҭа иҭаҳаз аӷыртҟәацга дҭанархоит. Илыхьыз арыцҳара шлызхымгоз, Етери длыԥхеит лыҷкәын хазынагьы. Сгәыӷырҭа схәыҷы, иаб иԥшьынҵәо ижаза дыԥсит. Ашықәс мҵыкәа аибашьра ҟалеит. Иара нас аибашьра дцеит, аӡәызаҵәык дызмоу аибашьра дымцааит рҳәан, аха умцан ҳәагьы сызиамҳәеит. Абри дымшьҭын ҳәа сарҳәон сара. Абри аӡәызаҵәык дбымабаӡгьы дыбымаӡам, сашьагьы дҭадырхеит аибашьра. Абеженцәа зегьы абра иҟан, ҳҭакны ҳаҟан. Ахәылбыҽха асааҭ хәба ианыҟалаз, хәба рзы дара ақырҭцәа иааны снаряд ҳарыларжьман, абра шаҟа аҳәсақәа иҭабыз иҭахахеи, абра аулицаҟны ишнеиуаз аснаряд каҳуан, абра иҭадырхон, абас ахәыҷқәагьы убас. Умцан ҳәа са сизиамҳәаӡеит. Избанда, иара иқәлацәа зегьы абри ҳадвыраҟны иҟаз аҷкәынцәа, аҷараҵәа, абра ҩыџьа хыригьы иҭахахеит, абра ҳаҩнаҿы иҩназ. Зегьы имца, мама иҳәеит, сара сызынгылаӡом, сара сцот, сара сеибашьроуп, ари ҳаԥсынтәыла еиқәҳархароуп, ҳашьцәа, ҳаҳәшьцәа, ҳанацәа, ҳабацәа, абарҭ рыԥсы ҭазароуп, ҳара ҳаибашьроуп, ҳандцеит ахәыҷы. Зураб Ҷалагәыла дзықәтәаз АБМП мрагыларатәи афронт ахԥатәи аполк артиллериатә ротахь иаҵанакуан. Иара акымкәа аӷа игәылҵтәы техника ԥижәахьан. Иҭаирхахьан хыԥхьаӡара рацәала ақырҭцәа. Аибашьҩы гәымшәа зықьҩыла иҩызцәа реиԥш, иахьеи уахеи игәы ззыҳәоз аиааира акәын. Он всегда только говорил, когда мы в Очимчире возьмем, когда мы в Сухуми с Очимчире, потом в Сухуми дойдем. Не было такого конкретно, когда мы освободим. Было сказано первое, что мы хотели, это вот в Сале-Арху, по Квешах мы сидели, видим море. Он говорит: Мизар, когда мы в море искупаемся? Говорит, я говорю: подожди 1 месяц, искупаемся, говорю. Он говорил: надеюсь, через месяц искупаемся. Через месяц, говорит, и в Сухуми придем. Вот так вот он думал о том, как освободить Абхазию нашу. Вот даже когда вот мы там сидели, он говорил, вот после войны как будет. Вот изгоним агрессоров, врагов наших, Абхазия будет свободной, говорит, мол, мы, говорит, будем жить у себя в народе, как мы хотим. Очень сильно верил, что будущее в Абхазии будет хорошее. Вот мы, потому что именно во время войны это ощущалось при общении вот с ребятами, со всеми, все были сплочены, все были настроены на победу, и вот мы выиграем, и все вот так же будем сплоченно находиться. Во дворе мы росли вместе, общались, все, но
истинную его душу, вот истинное его человеческое качество, да, вот я могу с уверенностью сказать, что я вот познал именно вот во время войны. Почему? Потому что у нас были моменты, когда мы одни сидели вдвоем, разговаривали на разные темы, но человек был души. Бывали такие моменты, что, вот, допустим, даже вот в бою находимся или где, вот я ему говорил, вот, почему, говорю, ты не стреляешь, допустим, ну такие вот мелочь, да, а он всегда говорил, говорит, Песик, я никого не вижу. Я говорю, ну просто, он говорит, зачем патроны тратить? Понимал он все, что происходит, каким трудом все это было добыто, каким трудом это все к нам поступало. Айбашра эйлгарц мчивишквак аган, аяйра агонза мачтак анхана иган. Зураб анчадимана айбашрамца дейбганы далцван эснаги. Аха, ацухтана, ярихайбш цукбугваз, насып ацук хаззихус и БМП дейцанархи. Ну, в детстве, что у нас что были, ну, тогда было детство другое, тогда айпадов не было, айфонов не было. Ну и мы игрались, даже тогда, вот, когда мы игрались, в войнушке, вот на горе, вот, где вот на выше нас, там даже тогда вот, Чола, ты убит, мы говорили, я в танке. Игаларын зураб дейкухарги, а БМП и татуаз хайбашца автомат кварымастки, мамзарги, а БМП якугылаз, а пулемет и кушастки. Вот последний вот момент, если бы хоть один ствол у нас был бы, то есть один автомат, да, может быть, этого всего не произошло, потому что все видели, кто в нас стрелял и как стрелял, и все, просто нечем было этого человека остановить. Уеуха зураб яра якуцам шадыган, эснаг зюз циргуз рухоз, иштыз хоз арпус, тынкахуцуа, тынч лыдан. Накануне вечером разговаривали с ним, вот, и он не в настроении был, очень не в настроении был. Я пытался с ним разговор завести, все, но он уходил от разговора. Я говорю, Зураб, я говорю, ну, кличка у него была такая наша, дружеская, Чола назвали. Я говорю, Чола, я говорю, ты почему, говорю, такой неразговорчивый, что-нибудь случилось? И я всегда, ну, так, в шутку ему говорю, он тебе что, сверху что-то ему подсказывает, ну? Он говорит, нет, говорит, Бесик, ну, почему-то, говорит, душа не лежит, говорит. Вот я всегда вот эти его слова вспоминаю, я просто понял, что он чувствовал. Вот человек может чувствовать, наверное, свою смерть, не знаю. Я, например, абсолютно не думал. Я вот знал, что он рядом со мной, и мне как-то было... Ари халит сентябрь жав, зкейшепшины вижаха шуксарзы. Апсны ахакуйтразы операция анхацдырк, мрагыларатуи мраташаратуи афронт корхонт апсуйбашца дуклейт пхака. Мрагыларатуи афронт хырхар такрыла ижыларц дыцас ирыман. Акыта цагяра ахы янакуйтыртуаз, зурабызы изухтантуи жиларахыт. Здесь мы, в общем, на 3 наступления разделились. Это, значит, было Скутово-Цагерское наступление, то есть сюда, Сараду. Туда выходила группа, и группа выходила на Кудорский мост. Где-то часа, наверное, в 3 ночи мы вышли на позицию туда, на перекресток. И вот там тоже вот, ну, костер разожгли, сейчас ждем команду, что надо выдвигаться. И у костра сидели. Вот там тоже он сидел, очень в настроении был. И он говорит, я пойду, говорит, на рацию сяду, говорит, ну, чтобы если вдруг вызывать. Ну и поступила команда, где-то, наверное, часиков в 6 утра было, поступила команда, что надо выдвигаться. Ну, мы распределились группами, значит, в каждой направлении 1 танк, 1 БМП. Ну, естественно, и пехота. Ну и мы вот сели, говорил, что он говорит, не переживайте, я за вас помолился. Это были его последние слова. Мы выдвинулись, впереди шел танк, мы сзади, пехота сзади нас идет. Мы заехали вот сюда, здесь стоял танк, мы стояли сзади него, где-то метров 20 между нами расстояние. По рации указания нам дают, вот здесь школа стоит,
стояла, вернее, сейчас тоже здание стоит. Вот в школе, мол, сидят, школу надо обстреливать, и, значит, параллельно к нему, вот кладбище, вот там видите огонь, мол, там сидят. Ну, естественно, танк стреляет, мы стреляем, в общем. Потом выясняется, что пехота не пошла, не смогла пройти. То есть пехота оказалась в Кочарском повороте, вот, где-то метров 300, или даже больше, наверное, 500 метров между нами. Ну, а техника без пехоты это... То есть, если башню повернул, значит, любой человек может встать и как хочешь тебя обстрелять. И сидя у себя, значит, в кабине, я повернулся вот сбоку. Вот под этим эвкалиптом, большой эвкалипт, под ним вот так окоп был вырын. Ну, я увидел, что люди передвигаются там. Я ему сказал, я говорю, посмотри, мы, говорю, вперед стреляем, а тут под боком у нас, оказывается, люди сидят. Он через башню начал смотреть, как раз солнце вставало, такое время было, и солнечные лучи попадали в его этот прибор, и он их не увидел. Он говорит, я не вижу. Я ему говорю, иди ко мне сюда. То есть он со своего места выходит, приходит ко мне, и через мое вот этот боковой тремплекс называется у них, через него он их увидел. И вот за что говорю, вот именно вот последний вот. Сейчас, говорит, я ему устрою, говорит, и ушел к себе. Шел к себе, но, видимо, понимаете, мы видели вот часть головы. И он, видимо, тоже так решил. И, в принципе, я тоже так подумал, что окоп, значит, выран, и они в полный рост ходят. И он решил взять вниз, и чтобы в окоп попал снаряд. Не сверху, а чтобы в окоп попал. В общем, прозвучал выстрел, 3 человека выскочили. Когда 3 человека выскочили, естественно, должен работать пулемет уже. Пулемет не работает. Один там стоял, памятник за памятник зашел. Смотрю, второй снаряд он пустил. Ну, я вижу, что он уже пушкой работает, но не пулеметом. Но я знал, что у нас пулемет был ненадежный. То есть он какое-то определенное количество патрон выпускал и потом клинил. Мы это проверяли, прежде чем поставить. Мы его трофейным взяли, отремонтировали. В общем, ненадежный был. У нас вот 4 человека сидело в экипаже. То есть мы вдвоем, он был оператором, я механиком, и еще 2 наших сменщиков, ребят, тоже сидели с нами в десант. Ну, мы это планировали, думаем, может, затянется бой, чтобы устаешь. Если даже так вот кажется, что ничего такого, но все равно устаешь, когда всегда в напряжении, все. И чтобы по ходу меняться, они решили, мы хотя были против, говорим, не надо, зачем, не дай бог, подбьют или что-то, зачем вы пострадаете. Ну, они решили, что нет, вместе все поедем. А он начал, значит, стрелять с пушки. Тоже один выстрел произвел, и потом долгое время я вижу, что пушка тоже не стреляет. Я удивился, думаю, в чем дело. Повернулся, а вот ребята, которые сидели в десанте, мне показывают. Робик Харчила, он мне показывает. Ну, вот так показывает, что все. Ну, то есть не работает, и уходим назад. Но прежде чем тронуться, я почувствовал тряску. Оказывается, это уже потом он мне рассказывает, вот этот Робик Харчила. Он говорит, я видел, значит, стоит гранатометчик и делает выстрел. Первый выстрел на моих глазах, говорит, я его вижу. Первый выстрел он сделал, выше ушел. Вот второй выстрел он стрельнул именно вот где я сижу. У нас там идет лента, была подвешена резиновая. И она срикошетила, и вот этот взрыв, что возле нас упал, практически, можно сказать, возле меня, вот это я почувствовал. И когда я обернулся, он мне показал, что по нас стреляют, давай быстро. Ну, я вот включил, значит, заднюю передачу, и вот сколько, вот здесь мы стояли, вот где эвкалипт, вот так, метров, наверное, 3-4 проехал, и почувствовал, значит, резкое пламя в салоне и дым. Сразу, естественно, повернулся. Вот. Ребят этих не было, что в десанте. И вполне вероятно, что их просто волной выбросило. В общем, я повернулся, никого нет, и просто увидел, что Зураб лежит. Я встал со своего места, подошел к нему, думаю, посмотрю, в каком состоянии, может, ранен или что. Ну, когда убедился, что он уже был мертвый. Аккумулятивный снаряд, то есть там ему такую дырочку сделал, но он прожег все. И вот и все попало ему в лицо. Практически так вот. Такая смерть у него была. Я решил своим ходом выехать. Ну, техника работает, стоит. Пришел, сел. Опять, значит, включаю заднюю передачу, тоже шага метров 2-3 делаю. Техника заглохла.
начал заводить, не заводится. Впереди танк, что стоял, он понял, что я заглох, начал толкать. Но это уже я, как говорится, на улице был. Потом я решил его вытащить, думаю, вытащу его, возьму. Пока с ним возился, второй снаряд попал. После второго снаряда я уже как бы ни звука, ни шума, тишина, видимо, оглаушила или что, не знаю, в общем. Я уже без шлемофона был. Вот, я просто вышел на улицу и стоял и не знал, где, что творится и вообще, что происходит. Потом в себя пришел, в общем, потом обстрел оттуда пошел, отсюда пошел. В общем, мне пришлось уйти просто. Я не смог его вытащить, потому что там вот гильзосборник, куда гильза падает, и контейнер, где снаряды ходят, там вот такая щель. И вот эта рука у него туда упала. Я его когда начал тянуть, вытаскиваю, а рука не выходит. Это надо было его целиком вот так поднять и вытащить. Я попробовал, не смог. Когда 16 сентября в 6 утра мы вышли на Кудорский мост, это с другой группой мы уже были, группа «Баламут». По рации часом к 8 по рации передали, что в Цагерах подбили БМПшку 001. Когда вот это передали, 001 это была наша БМПшка. Я сразу по рации перезвонил, говорю, кто? Они говорят, оператор. Не знаем, кто оператор, говорят. Но я сразу подумал, что это он. Мне даже не сказали, что это Чола. Я сразу подумал, что это он. Цагяра абриаты пахна ауп зураб АБМП дахтавлис. Ивисца ипсыбай анерзынга, уи АБМП иштас акырча рнападжо игалит. Айм шран зураб ипсыбай рыпсахвит, апсуа итхуаны рымаз акыртуа эйлашцарыла. Арпус ихыйчыпшцы зиге ағыхымца яблхиназы, ацуқтонби имюхданы наскяркус, итача ичапширбивш алшара рамудит. Друзья познали Зураба, они же там же в больнице его переодели, привезли сюда уже в гробу. Я очень просила, говорю, можно посмотреть на него. Но самое ужасное, что не разрешили, сказали, нет, нельзя смотреть, Дина, там это ужасно, там ничего ты не сможешь увидеть. И очень тяжело, когда ты не видишь, не можешь удостовериться, лежит просто гроб закрытый. Я еще очень долгое время надеялась, что, может быть, это ошибка. Может, он остался жив, был просто ранен, а его просто взяли в плен. Хотя друзья твердили, нет, мы сами его переодевали, мы знаем, это Зураб. Это точно Эльдина, ничего не поделаешь, это он. Но все равно человек не может поверить в это. Очень долгое время я смотрела в толпу и искала глазами брата. Зураб диман бзи игбуз абхюзба, урт рынасып эйларзарц ишиқас, яб ипстазара далцойд. Аневс айбашра ялагойд. Атаачара апцара языгушваз арпыс, уаха игухту нахимцейд. Сначала, пока вот у него была девушка, он с ней встречался, хотел жениться, заболел папа. Папа, когда болел, сейчас говорит, не до этого, какая женитьба. Тут показал, что отца рак легких. Папа скончался, но думал, вот годовщина пройдет, потом, может быть, чуть-чуть время женюсь, уже будет семья, и матери будет поддержка. Так, 24 августа у нас умер папа, 91 года, 14 августа началась война. Мы только готовились к тому, что должны были годовщину делать со дня папиной смерти, и даже этого у нас не получилось. Ну, тут война, какие уже мысли о чем-то, но он всегда говорил, все будет, мама, война закончится. Вот уже женюсь, уже будут и дети, я работать буду, все будет у нас хорошо, не переживайте ни о чем. Но, к сожалению, это все-таки осталось в мечтах у него. Зураб Джолугуа и фотосахяква ахей лаххваз руак халап шнакшвейт. Уи яра арра даныхыз ити хызауп.
иаабац афото, аха ианыз аҩыра уархәыцыртә иҟан. Аибашьраҿы аԥыжәара игоит зтехника еиҿкааны еибыҭоу. Иџьоумшьар залшом Ленин арҭ иажәақәа рҵакы Зураб илахьынҵа ишаныԥшыз. Зураб Ҷалагәуа дҭахеит ҩажәифба шықәса шихыҵуаз. Уи аибашьра адәаҿы иааирԥшыз агәымшәаразы ихҵоуп Аԥсны афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳаракы. Практически, можно сказать, вот всю войну, да, вот с ним прошел. И про себя я думал, я, оказывается, этого человека не знал. В войну он себя проявил как вот действительно взрослый, зрелый мужчина, который здраво мыслит. И никогда он не позволял подставлять кого-то, чтобы подставить, он никогда. Я сколько раз бывало, иной раз говорю, я говорю, давай, я говорю, выйдем там, обстреляем. Он говорит, нет, не надо. Мы, говорит, обстреляем, уйдем. А здесь ребята сидят. Они их, говорит, забомбят. И поэтому он, я же говорю, обо всех думал. Практически обо всех. Он каждый поступок свой сделан. Он думал, во что это может обернуться для ребят, которые, допустим, находятся на позициях. Знаете, тяжело говорить. Мы потеряли очень-очень-очень дорогого и близкого нам человека. Очень дорогого. Знаете, до сих пор у меня иногда бывают сны, что я прошу как будто прощения у него за то, что я жива. Зураб дахьылхоз ашҭаҿы иахьа аҵла ԥшӡа гылоуп. Уи Зурик иҩызцәа иара ихьӡала еиҭарҳаит. Дыргәаладыршәаларц рҩыза гәакьа, арԥыс гәымшәа, арԥыс гәыҭба, аԥшӡара, абзиабара, анасыԥ иазыгәаҳәуаз, зыԥсадгьылаҿы зыжәлар реиқәырхара иазықәԥоз. Уи азы изхақәызҵаз Зураб Ҷалагәуа. Чола. Анцәа уара угәы изцар, унапқәа иарахь иурххар, усҟан угәрҩақәа зегьы ухашҭуеит, уԥсҭазаара лашарак аныруеит. Зураб Ҷалагәуа аизыҟазаашьаҿы ауаҩра зегьы раԥхьа иргылон. Убри азоуп дыздыруаз зегьы ргәы дҭымҵо дзаанхаз. Иҟамзаара иацу ахьаа хнаҽуеит, игәалашәара иаҵоу аԥхарра. Ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа ҳара ҳочеркқәа ирыцаҳҵалоит. Ҩаԥхьа аефир аҿы ҳаиқәшәоит иааиуа асабшаҽны. Абзераз.